Мұхамедолла Сағидоллаұлы Көкпекті облысында туып өскен. Әкесі трактор станциясында тракторшы болып жұмыс істеген. Болашақ чемпион кішкентай кезінен спортпен шұғылдануды армандады. Бірақ кішігірім ауылда спорт залдары мен спорт секциялары болмағандықтан оларды колхоздағы ауыр дене еңбегімен алмастырды. Где-то лет с 5-6 мы работали в колхозном огороде, прореживали траву. Нас в 7 утра вывозили на поле, но солнце садится, мы возвращались. Вот мне было точно 5 лет, нашему старшему бригадиру Мақсату Бейсебаеву 7 лет. С 9 лет мы вышли на сенокос. Я работал на сенокоске на К-1, называется, машинке. Трактор гусеничный таскал, тянул за свой 5 косилок, вот на каждом по пацанам мы сидели. Работали, нас подымали в 5 тогда. Если не проснешься, вот между пальцев ног газету старики вот так воткнут и подожгут. И начинаешь вот так дергаться. Это, говорит, учить нас про порядку через велосипед. Дошло до того, что вот уже 5 часов мы с испугу просыпались и падали с полок, в вагончиках жили. Целый день, вот сейчас я думаю, как мы тогда выдержали. Целый день мы под солнцем на сенокосе. Солнце вечером садится, красный большой диск, мы возвращаемся. Тогда часов не было у нас, мы не понимали. Ну, получалось, с 9 лет приходилось работать по 14-15 часов. Никто нас не заставлял, детей, но было принято так помогать родителям. 14 лет я уже работал трактористом. За 2 месяца заработал 8-месячную зарплату отца. В 10 классе Мухамедулла открыл для себя спорт. Пришедший с армии боксер Бекен Козаулов привез гири, гантели и начал тренировать деревенских мальчишек. С тех пор Мухамедулла не расставался с данными спортивными снарядами и уже в 1982 году принял участие в первых областных спортивных играх сельских спортсменов, где был включен гиревой спорт. Так началась его спортивная карьера. Первый чемпионат тоже в 1985 году мы провели вот здесь, вот в Камнегорске. В 1992 году. 3-4 октября первый чемпионат Казахстана по армрестлингу. И оттуда пошла история армрестлинга, как я рассказывал. На сегодня последний чемпионат мира, город Констанца, Румыния. Ноябрь 2019 года сборная Казахстана в командном зачете чемпионы. Но Федерация гиревого спорта армрестлинга Республики Казахстан была зарегистрирована 28 декабря 1992 года в Министерстве юстиции в городе Алматы. Вот, и мне пришлось, значит, 12 лет руководить этой федерацией. 2004 жылға дейін Азияда армрестлинг және гір спорта федерациясы болған емес. Я уже был избран вице-президентом Всемирной федерации армрестлинга в эти годы. И в 2003 году в Германии, возле Франкфурта на Майне, есть город Ханау. И там конгресс собрался Всемирной федерации, и ребята попросили меня: Мухан, надо развивать этот вид спорта в Азии. Ты азиатская страна, начинай работать. Просьбу такую высказали. Я поехал в этом году в Калькутту, нашел ребят, которые имели отношение к армрестлингу. Еще в 1970-е годы там был Бариш Барандас, он был генеральный секретарь Всемирной федерации когда-то. Я его нашел, поговорили. Вот. И в 2004 году я в городе Камнегорске провел первый чемпионат Азии по армрестлингу. Очередной чемпионат Азии в 2011 году. Я 8 лет 2 срока отработал, и заключительный как президент. Я был избран президентом Азиатской федерации. 2 срока прошло, я, значит, предупредил за 1 год. Это был 10-й год. Штат Ассам, город Гувахати, столица штата Ассам. Население в этом штате 84 миллиона человек. Я там проводил очередной чемпионат Азии, организовал, провел. И там всех предупредил. Следующий год я соберу себя, 8 лет исполняется. И вы, ребята, готовьте, я больше работать не буду, выдвигать кандидатуру. И вот в 2011 году здесь собрались, я уже собрал 21 государство представителей, 560 человек. Не было ни одного, вот через 7 лет на 8 год 560 человек участвовали. Несмотря на все трудности, Мухамедулла смог сплотить Федерацию Азии и заставил считаться весь мир с ее мнением. Теперь, значит,
С 2010 года любой вопрос без азиатов мировой армрестлинг не решается. Потому что они выступают единым фронтом. Вот, 60, скажем, сидит человек, представитель страны, одна страна, один голос. 20 азиатов чью сторону примут или свое продиктуют, и все этот вопрос решается. И нам удалось, значит, вот моему ученику Джембек Мухамбетову, благодаря инициативе азиатов, у нас язык был во Всемирной Федерации армрестлинга английский. Теперь уже 5 лет русский язык. И английский, и русский. Қазірде Мұхаммедолла Сағидоллаұлы өзінің сүйікті ісін тастамайды. Ол тек халықаралық дәрежедегі судья мен ардагерлер кеңесінің төрағасы ғана емес, сонымен қатар өзінің жаңа қоржынын, жаңа марапаттарымен толықтыруды жалғастыруда. Хватит пока, без разминки опасно будет. Вот так.